Маргаушской средней школы Максимова Кристина и Мировая Неля. Хотим ознакомить вам со стендом «Ими гордится Маргаушский край», посвященным замечательным труженикам, которые прославили наш район. О них мы собрали архивные материалы и создали альбом. Сейчас мы хотим этот альбом представить вашему вниманию. Слава людям, труд влюбленным, вдохновенным, окрыленным, людям совести и чести, чья работа всем видна. Так давайте нынче вместе вспомним эти имена. Высшую степень отличия за труд, звание Героя социалистического труда получил наш земляк Андреев Евтихий Андреевич. Евтихий Андреевич с ранних лет связал свою судьбу с землей, с колхозным производством. В числе первых вступил в колхоз, работал колхозником, счетоводом, а потом и председателем. С 1951 года в течение 30 лет он бессменно руководил колхозом «Знамя труда» Маргаушского района. Он вывел его в число передовых по всем основным показателям сельскохозяйственного производства. Руководимый Евтихием Андреевым колхоз прославился на всю республику высокими привесами скота на откорме и малыми расходами кормов. Колхоз «Знамя труда» стал маяком в Чувашской республике. За успехи в развитии сельскохозяйственного производства в 1966 году он был удостоен звания Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Евтихий Андреевич закончил лишь 6 классов сельской школы, но его знания, основанные на вековечной крестьянской мудрости, были выше, чем у иного кандидата сельскохозяйственных наук. Он был настоящий сын и хозяин земли, самородок, чей опыт актуален и сегодня. Федорова Ольга Федоровна была удостоена звания Героя социалистического труда за успехи в развитии животноводства. После окончания 7 классов сельско-сетрогасинской школы она работала в родном колхозе дояркой, телятницей и ассиминатором. В 1960 году приехала в Ратынский район Нижегородской области и стала работать дояркой в колхозе «Волжанин». Здесь она первой освоила технику на дальнем агрегате «Елочка». За успехи в развитии животноводства и увеличении производства и заготовок продукции в 1960 году с высокой трибуны Кремля ей вручили золотую звезду Героя социалистического труда. В 1972 году Герой социалистического труда возвращается на родину, где долгое время работала в райпотребсоюзе. К каждому делу Ольга Федоровна относилась с большой ответственностью и трудолюбием. Трудовая и жизненная биография Ольги Федоровны стала для нас достойным примером для подражания. Краснов Валерьян Семенович, образец сельского труженика, высокопрофессионального организатора. За свою биографию он работал электромонтером, председателем одного из разваливающихся в районе колхоза «Передовик». Валерьян Семенович был передовиком в хозяйстве. В 1979 году Валерьян Семенович стал первым секретарем райкома КПСС. За период работы Краснова в этой должности район преобразился. Развернулось строительство школ. Всего было построено 15 школ, 3 больницы, 8 детских садов, 5 домов культуры. За 5 лет открыли 8 врачебных амбулаторий. С 1990 по 1991 годы Валерьян Семенович работал министром сельского хозяйства Чувашской республики. Затем возглавлял Маргаушскую птицефабрику. Сегодня Краснов на заслуженном отдыхе, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Краснову присвоено звание «Заслуженный агроном Чувашской республики», заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Давыдов Платон Павлович, также талантливый организатор сельскохозяйственного производства. 31 год Платон Павлович был директором хозяйства «Ударник». Руководимое Давыдовым хозяйство внедряло новые технологии. Основное направление деятельности хозяйства – картофельно-семеноводческое. Ежегодно в хозяйстве выращивалось и размножалось более 10 сортов картофеля. Своему любимому делу Платон Павлович был верен до конца своей жизни. Ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской республики и Российской Федерации». Алжиров Леонид Петрович трудовую деятельность начал в 1944 году простым колхозником.
Продолжил работу бригадиром первой полеводческой бригады в своем родном колхозе, ныне СПК «Хлебзавод Свобода». Сумел отстающую по всем показателям бригаду вывести в число наилучших не только в своем хозяйстве, но и в районе, и даже в республике. За достижение высоких показателей урожая зерновых и картофеля бригада была удостоена диплома обкома КПСС и денежной премии. В 1977 году Алжирову Леониду Петровичу было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской республики». В настоящее время он на заслуженном отдыхе. Садовников Константин Михайлович всю свою сознательную жизнь посвятил работе на земле, хлеборобскому делу. 34 года работал в колхозе Оленина, освоил все виды тракторной техники, выполнял все сельские работы, да и комбайн знал прекрасно. Пахал, сеял, обрабатывал поля, убирал урожай. 43 года самоотверженно трудился садовником на родной земле. Он был одним из лучших механизаторов района. Садовнику присвоено звание «Заслуженный механизатор Чувашской республики». Мы гордимся ими, славными тружениками. Такие люди делают нашу историю.